Сегодня в арктические районы Коми отправилась новая противопожарная техника. Ее презентовали на Стефановской площади Сыктывкара. Кроме того, федеральные эксперты оценили готовность нашей республики к пожароопасному сезону и весенним паводкам. Подробнее Евгений Стокас. Работает ли все оборудование, в каком состоянии техника, готов ли личный состав? Комиссия МЧС России и других федеральных ведомств проверяет готовность Коми к пожарам и паводкам. Для лесной республики такие бедствия – привычное дело. Комплектованность в целом, так сказать, соответствует нормы. Ну, естественно, конечно, совершенствоваться можно всегда, и надо поднимать процент, наверное, современной техники и так далее. Вот. Но в целом, как бы, в регионе видно, что работа ведется. А вот и результаты этой работы. 6 новых пожарных машин, которые отправятся в муниципалитеты Коми, причем только в арктические. Там была большая потребность и средства федеральные, целевые. По поручению главы мы сформировали оперативно заявку и подали ее в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики в рамках единой, так называемой, единой субсидии. У Цильма у нас нуждается больше всех потребностей, потому что сегодня дорог у нас, как мы знаем, круглогодичных нет, поэтому по зимнику мы стараемся достать эту технику в первую очередь. В Усть-Цильму отправятся 3 машины и по одной в Воркуту, Инту и Усинск. Общая стоимость новой техники – 66 миллионов 300 тысяч рублей. Регион и дальше будет подавать заявки на единую субсидию для обновления парка. Специалисты не дадут соврать, это точно стоит того. Во-первых, они проходимые для Арктики, да, то есть где заснеженность. КамАЗы, Батыры. Второй степени то, что они вывозят не маленький объем воды, 6 кубов. Это не газоны, не устаревшая техника, да. Ну и личного состава, обогрев, который, как вы видите, на данных автомобилях кабина совмещена с бойцовским отсеком. Данные старые КамАЗы не было такого, было разделено. То есть оно все вместе, тем самым теплее. У этих 6 машин самая полная комплектация для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. От пожарных стволов и рукавов до спасательных инструментов и лестниц. С площади они сразу отправились на службу в свои арктические муниципалитеты. Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.